Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Глава МЧС России Евгений Зиничев лично контролирует работу спасателей в Якутии. Министр высоко оценил работу оперштаба по ликвидации последствий пожара в селе Беськёль. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от лесного пожара организован в Ленске. Ученики Якутской городской национальной гимназии тоже не остались в стороне. Ручные станки, печатные машинки, исторические документы и фотографии прошлых лет. Выставка в честь юбилея якутской типографии открылась в Национальном художественном музее. Глава МЧС России Евгений Зиничев вернулся из поездки в Горный район, где совместно с Айсеном Николаевым он ознакомился с лесопожарной обстановкой. Министр высоко оценил работу оперштаба по ликвидации последствий пожара в селе Беськёль и сообщил, что как только взлетно-посадочная полоса в аэропорту Якутска позволит ориентировочно к 20 августа в регион направят самолеты Б-200. Также Евгений Зиничев пообещал руководству республики помощь и содействие. К слову, в пострадавшем микрорайоне села Беськёль на сегодня восстановлено электроснабжение, идет обследование высоковольтной линии и другие работы. После того, как жители определятся по местоположению нового строительства, туда будет подведен стояк газовых сетей. Также ведутся работы по восстановлению электросетей. Помимо этого определены списки граждан, которые пострадали. По распоряжению главы республики обеспечены выплаты по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также идет параллельно работа по определению ущерба. 6 лесных пожаров действуют в Кобяйском районе. Тушат огонь более 400 человек, в том числе 110 профессионалов, 17 добровольцев из Якутска и 315 человек из числа местного населения. Работают 56 единиц техники. На особом контроле очаги у поселка Сангар, а также сел Ситта и Кальвица. Сокращенный рабочий день и перевод сотрудников на удаленную работу. Уже с завтрашнего дня письмо с такими рекомендациями руководство Якутска направило по структурным подразделениям. Данные меры не коснутся лишь руководящего состава и будут действовать до стабилизации ситуации с задымленностью. Таким образом, глава столицы Евгений Григорьев поддержал предложение Айсена Николаева. Он также призвал присоединиться к подобным мерам руководителей всех предприятий и организаций, работающих на территории Якутска. Смог накрыл город не только из-за ветра, который принес дым из Намского, Горного и Кобяйского районов. Недалеко от самой столицы также замечено возгорание. Лесной пожар находится в 60 километрах от села Маган. Его тушат 45 добровольцев, 2 единицы тракторной техники, 1 бульдозер и 2 водовозки. Сегодня, если позволят условия, на место пожара направят вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Сегодня идет большой дым со стороны намцев в город Якутск, и в ближайшие дни, пока ветер сохранится такой, этот дым будет оставаться здесь. К сожалению, нормы превышены в несколько раз, поэтому нами принято следующее решение. Значит, сегодня разбит лагерь на передовой, идет работа по сдерживанию огня. На месте работает 45 человек и 5 единиц техники. Обеспечены бойцы ранцами, респираторами, всем необходимым инвентарем. 60 километров – это то расстояние, на котором нужно держать этот огонь, и мы будем находиться до тех пор, чтобы не допустить приближения его к Якутску, потому что рядом есть дачи, дома, угодья людей. Нельзя допустить приближения огня к Якутску. Тем временем в Мирнинском районе лесопожарная обстановка стабилизируется. Там тушат 3 очага. Первый в 12 километрах от поселка Айхал локализован. Ведут окарауливание. В ближайшие сутки пожар планируют потушить. Очаги вблизи села Сюльдюкар и поселка Светлый ликвидированы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Десантники противопожарной службы – это 45 человек. Работают на возгораниях вблизи поселка Чернышевский. На пожаре в 50 километрах от города Мирный работают 22 человека десантной пожарной службы. В ближайшие 2 суток очаг планируют локализовать.
Чего не скажешь о лесном пожаре у села Идяй Хангаласского района, а там огонь бушует в 8 километрах от населенного пункта. Если накануне основные силы были брошены на сдерживание очага, идущего со стороны села Кытыл-Дюра, то сегодня большая часть огнеборцев перешла на пожар у Идяйского наслега. За сутки его прирост составил 115, а общая площадь пожара достигла 300 гектаров. В тушении заняты 118 человек, из них 65 добровольцы. Пожар, идущий со стороны села Кытыл-Дюра, обслуживают 19 человек. Местное мужское население, вплоть до пенсионеров, расширяют минерализованную полосу вокруг села. Ее планируют увеличить на 50 и более метров. Дополнительные силы и средства мы запросили у Республиканского оперативного штаба. Вчера вечером Хамина Милановича Афанасьева. Федеральные силы – это сотрудники МЧС, 25 человек. Согласие получили, но, к сожалению, на сегодняшний день аэропорт Якутска не принимает самолеты, поэтому ждем. У нас автобусы готовые стоят. Сразу же мы готовы данных сотрудников вывести в селе Идяй. Помимо этого, ежедневно с города Покровска выезжают автобусы. Вчера 17 добровольцев выехали в селе Идяй. Сегодня на 2 «Газелях» выехали 12 добровольцев. Также завтра тоже планируем 2 «Газеля» вывести также добровольцев в селе Идяй. 2 пожара из 3, локализованные в Мигино-Кангаласском улусе, руководство района беспокоит крупный пожар на территории Батаринского наслега, пришедший из Чурапчинского улуса. Ветер перекинул огонь через опашку, продвинул его в северном направлении. Пожар вошел в Жабыльский наслег. Борьбу с огнем ведут от 100 до 200 человек. В основном это добровольцы, в том числе незарегистрированные. Все они обеспечены инструментами и горячей пищей. Организована сменная работа на месте тушения. Работают в основном посменно. Кто-то приходит, кто-то их сменяет. Постоянно фронт пожаров меняется, ситуация меняется. Поэтому из-за верхового пожара очень быстро, кажется, этот огонь перемещается. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от лесного пожара в селе Беськёль организован в Ленске. Группа добровольцев «Доброходы» организовала 2 пункта приема предметов быта, одежды и продуктов питания. Один из них для удобства расположен в центре города, в фотосалоне «Сказка». Уже 2-й день двери пунктов не закрываются. Люди несут посуду, одежду, игрушки, канцелярию для школьников, постельное белье. Что касается транспортировки, то уже достигнута договоренность. Контейнеры с гуманитарной помощью доставят в Якутск по реке. Помогают много людей и предприятий, в том числе Алрос Алена. Жители города Ленска и для ленчан вообще катастрофа и такие вещи очень близки. Мы помним все наводнения 2001 года. И, конечно, ленчане не могут равнодушно к этому относиться. И вот благодаря, опять же, вот этой инициативе мы подключились в плане организации сбора, в плане отправки. Вчера созванивался с пунктом сбора помощи в Якутске. То есть они уже готовы принять. И на следующей неделе, я думаю, мы эту транспортную схему всю уже отлаженную, я думаю, уже отправим до Якутска. Представители землячеств 13 районов республики обсудили организационные моменты сбора добровольцев и пожертвований в помощь тушению лесных пожаров. На сегодняшний день остро стоит вопрос о наборе добровольцев для борьбы с огнем вблизи села Тастах Намского улуса. Представители общественных объединений отмечают, что земляки, проживающие в Якутске, сплотились и активизировались. Их силами собраны рюкзаки, продукты, экипировка, денежные пожертвования, а также отправлены сотни добровольцев. Сейчас стоит задача оперативно собрать 150 человек, село Тастах. Вот это сейчас решается. Тут же ставится вопрос о оснащении добровольцев, об охране труда добровольцев, как их научить, как работать. Вот сейчас же сказали, оказывается, очень сложный вопрос. У нас нет подготовленных молодых людей. Вот Анжелика Андреевна сейчас прямо у нас большая проблема. Это уже обращение к всем жителям нашей республики. Возможно, то, что молодые люди физически не готовы, это уже, наверное, проблема общества.
Ученики Якутской городской национальной гимназии также не остались равнодушными и решили оказать поддержку пострадавшим от лесных пожаров. Причем, по словам родителей, инициативу подростки проявили сами, чтобы внести посильный вклад, и закупили канцелярские товары для школьников села Бескёль. Таким образом, они помогают сверстникам, оставшимся без крыши над головой, подготовиться к новому учебному году. Школьные принадлежности отправят в республиканский добровольческий штаб по тушению лесных пожаров и уже оттуда к новым владельцам. Вот недавно была новость такая очень плохая, ну, вчера-позавчера, где в горном Илусе деревня Бескёль, там загорело около 25-30 домов. Мне стало очень сильно их жаль, и сразу пришло на голову идея открыть им фонд помощи с класса, ну, со школы по 200 рублей с каждого скинуться. И предложил это родителям. Родители поддержали, по 200 рублей все скинулись. И вот в общем вышло 6000 рублей за один день. И вот мы, дети, набирали канцтовары на учебу, потому что мы знаем, что надо брать, ведь мы учимся. К другим темам. Молодежный отряд добровольческой народной дружины в Амгинском районе впервые образован в 2006 году. Уже 15 лет ежегодно отряд из 12 человек помогает участковым в рейдах. Дружина из 6 человек в июле начала первый сезон работы, второй сезон стартовал в августе. Дружинники – это в основном студенты с активной жизненной позицией, которым не безразличен общественный порядок на улицах родного села. Функционирует отряд по муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений в Амгинском наследии». 12 студентов по сезон 1 месяц, 6 студентов добровольных дружин у нас вот приходят с 2006 года. Они вот каждый вечер с инспекторами ГИБДД, инспекторами по делам несовершеннолетних и с уполномоченными участковыми ходят в рейды, в патрули. Они вот помогают нам в качестве понятых. Выставка в честь 160-летия якутской республиканской типографии открылась в Национальном художественном музее. Представленные экспозиции познакомят посетителей с историей становления и развития главного полиграфического предприятия региона. В музее выставлены уникальные экспонаты – ручные станки, печатные машинки, исторические документы, фотографии прошлых лет. Открыта экспозиция до 29 августа. Вход свободный. Тут у нас есть материалы, которые... Национальная библиотека сделала очень хорошую выставку. Они предоставили очень старинные книги, в том числе первое издание якутского букваря Семена Андреевича Новгородова «Хакалы Хурук Бичик», изданного в 1917 году, более 100 лет назад. Да? И хочу признаться в том, что Якутия в 2020 году стала самым читающим регионом, в этом есть их большая заслуга. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.